Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – заключение проектирования и обеспечения безопасности программного обеспечения. Зачем нужно проектирование программного обеспечения? Мы говорили о том, что, определив требования к программному обеспечению, разработчик получает согласованный четкий план действий, график оплат и сроков, сокращает время разработки и повышает ее качество, а также позволяет предусмотреть любые другие нюансы разработки, например, юридические, в частности, по передаче авторских прав на программное обеспечение. Проектируя ПО заранее, разработчик получает возможность оценить стоимость и время разработки программного продукта, исключить потери времени и денег на ненужные действия, вынужденные доработки, длительное согласование, избежать разногласий и неудовлетворенности клиента и исполнителя. Мы также обсуждали, что защищенное ПО – это программа, которая обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации клиента, а также целостность и доступность вычислительных ресурсов, управляемых владельцем системы или системным администратором. Здесь конфиденциальность означает, что информация не станет доступной тем, кому она не предназначалась. Целостность означает, что информация не будет модифицирована теми, кому это не позволено, а те, кому это позволено, не смогут модифицировать ее неразрешенным способом. И, наконец, доступность. В рамках защиты информации обозначает, что ресурсы системы не будут использованы посторонними и что посторонние не могут управлять системой. Хочу напомнить, что в зависимости от вида, масштабов и потребностей проекта определяется порядок разработки. Он будет несколько отличаться для разработки мобильных приложений, встроенного программного обеспечения, решений для автоматизации и баз данных, но общая последовательность действий для создания программного обеспечения универсальна. Жизненный цикл программного обеспечения Software Lifecycle Model – это период времени, который начинается с момента принятия решения о создании программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. Это цикл, процесс построения и развития программного обеспечения. Программное обеспечение – это неотъемлемая часть компьютерной системы. Сам по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области применения. Все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютерах программах. Программное обеспечение современных компьютеров включает в себя миллионы программ от игровых до научных. Программное обеспечение software – это совокупность программ, которые могут выполняться компьютером. Для обозначения программного обеспечения используется термин software, который подчеркивает равнозначность самой машины и программного обеспечения, а также способность программного обеспечения модифицироваться, приспосабливаться и развиваться. Базовые технические характеристики компьютера – скорость процессора, объем оперативной и видеопамяти, объем жесткого диска – определяют, какое ПО будет или может быть установлено на нем. Все программы можно разделить на три типа – системы программирования, прикладное ПО и системное ПО. Открытое программное обеспечение – это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код создаваемых программ открыт, то есть доступен для просмотра и изменения. Это позволяет использовать уже созданный код для создания новых версий программ, для исправления ошибок и, возможно, помочь в доработке открытой программы. Принцип открытого исходного кода – это способ мышления и сотрудничества приверженцев открытого исходного кода. В основе этой философии лежит интеллектуальная свобода и базовые принципы – прозрачность, сотрудничество, предоставление, вовлеченность и сообщество. Свободный обмен идеями и наработками между участниками сообщества стимулировал творческий, научный и технологический прогресс во многих отраслях: образование, государственный сектор, юриспруденция, здравоохранение и промышленность.
Благодаря этому движению мировое сообщество получило возможность сотрудничества, обмена исходным кодом программ и содействия достижению как личных, так и групповых целей. Открытое программное обеспечение создается участниками сообщества совместно и постоянно контролируется. Участники сообщества могут использовать этот код, редактировать его и обмениваться им друг с другом. Обмен идеями, наработками и кодом среди разработчиков стимулирует создание более инновационных программных решений как на коллективном, так и на индивидуальном уровне. В результате ПО получается масштабируемым и гибким, что дает любому разработчику возможность изменять, улучшать и повторно распространять его для многократного использования и повышения качества. Открытое программное обеспечение базируется на принципах равноправного производства и массового сотрудничества, что способствует разработке более устойчивого программного обеспечения для конечных пользователей. Главная ценность программного обеспечения с открытым исходным кодом в том, что продукт можно усовершенствовать, модернизировать благодаря изобретениям пользователей. Архитектура программного обеспечения – это структура программы или вычислительной системы, которая включает программные компоненты, видимые снаружи свойства этих компонентов, а также отношения между ними. UML – это унифицированный язык моделирования. Это система обозначений, которую можно применять для объектно-ориентированного анализа и проектирования. Его можно использовать для визуализации, спецификации, конструирования и документирования программных систем. Проще говоря, если посмотреть картинки в поисковых системах, то станет понятно, что UML – это что-то про схемы, стрелочки и квадратики. Важно, что UML переводится как Unified Modeling Language. Главное здесь слово Unified, то есть наши картинки поймем не только мы, но и остальные, знающие UML. Получается, это такой международный язык рисования схем. Ну и плюсы UML проектирования. Это возможность посмотреть на задачу с разных точек зрения. Другим программистам легче понять суть задачи и способ ее реализации. Диаграммы сравнительно просты для чтения после достаточно быстрого ознакомления с их синтаксисом. Минусы UML проектирования – это трата времени, необходимость знания различных диаграмм и их нотаций. Веб-приложение – это приложение, одна часть которого загружается в браузер и взаимодействует с пользователем, визуально-интерфейсная часть, а другая находится на веб-сервере и выполняет запросы, поступающие от первой, а затем возвращает ответ. Часть, которая загружается в браузер и с которой взаимодействует пользователь, называется клиентской частью. На веб-сервере находится серверная часть веб-приложения. Веб-стандарты – это технологии, используемые для создания веб-страниц. Стандарты существуют в виде технической документации, которая точно описывает, как та или иная технология должна работать. Документация никак не поможет изучить то, как пользоваться описываемыми в ней технологиями. Вот почему существует сайт MDN Web Docs. Она используется разработчиками программного обеспечения для внедрения технологий, например, в веб-браузеры. Создание качественного веб-сайта – это длительный и трудоемкий процесс. Данные этапы позволяют понять разработки сайта. Подготовительный – разработка макета, верстка, программирование и установка на CMS, наполнение контентом, публикация сайта в интернете, раскрутка сайта, администрирование, поддержка сайта. Основные стадии проектирования включают техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект и рабочая документация.
Напоминаем, что процессы – основа разработки программного обеспечения. В технологии разработки ПО основное внимание уделяется на процессы, которые называются систематизированным подходом к разработке программного обеспечения. Основной задачей процессов является оказание помощи специалистам достигать высокого качества и производительности путем указания того, какие задачи и как требуется решать. Для программного проекта ключевую роль играет процесс разработки. В результате выполнения данного процесса достигается цель предоставления заказчику требуемого программного обеспечения. В течение 1990-х годов ряд легких методов разработки программного обеспечения развивался в ответ на преобладающие тяжелые методы, которые критики называли чрезмерно регулируемыми, планируемыми и микроуправляемыми. К ним относятся быстрая разработка приложений с 1991 года, унифицированный процесс и метод разработки динамических систем с 1994 года, Scrum с 1995 года, Crystal Clear и экстремальное программирование с 1996 года и функционально-ориентированная разработка, начиная с 1997 года. Хотя все они возникли до публикации манифеста гибкой методологии разработки программного обеспечения, теперь они все вместе называются гибкими методами разработки программного обеспечения. В феврале 2001 года в штате Юта, США, был выпущен манифест гибкой разработки программного обеспечения. Он являлся альтернативой управляемым документацией тяжеловесным практикам разработки программного обеспечения, таким как метод водопада, являвшимся золотым стандартом разработки в то время. Данный манифест был одобрен и подписан представителями методологии экстремального программирования Crystal Clear, DSDM, Future Driven Development, Scrum, Adaptive Software Development, Pragmatic Programming. Гибкая методология разработки использовалась многими компаниями и до принятия манифеста, однако вхождение Agile разработки в массы произошло именно после этого события. Agile – это семейство процессов разработки, а не единственный подход в разработке программного обеспечения, и определяется Agile манифеста. Agile не включает практики, а определяет ценности и принципы, которыми руководствуются команды. Agile манифест разработан и принят 11-13 февраля 2001 года на лыжном курорте The Lodge at Snowbird в горах Юты. Agile манифеста содержит 4 основные идеи и 12 принципов. Примечательно, что Agile манифеста не содержит практических советов. Ну и документация – это совокупность документов. Документирование – это процесс отбора, классификации, использования и распространения документов. При разработке IT-систем очень важно поддерживать порядок в документации. Это и есть та самая стена, на фоне которой разворачивается проектная жизнь. На нее смотрят и делают выводы, что это за проект и как там все работает. Документация – это показатель состояния проекта. Бывают проекты и без документации, но, скорее всего, так получилось не от хорошей жизни, либо никто из участников не знает, что так можно было. Документация, создаваемая при разработке программных обеспечений, необходима для передачи информации между разработчиками ПО. Команда говорит на одном языке, ведь гораздо проще понять человека, сообщающего об ошибке функции, описанной в use case номер 12, чем о баге в программе, которая сделана месяц назад. Use case – суть, вариант использования. Он описывает все действия, которые пользователь может произвести, и реакцию системы на эти действия. Управление разработкой программного обеспечения. Только тщательно описанные требования могут быть проверены на полноту и непротиворечивость.
Накаленные записки – прямой и очень быстрый путь к тому, что границы проекта расползутся резвыми тараканами, а функционал, задуманный в начале, не будет монтироваться с возникающими в процессе желаниями заказчика. Передача пользователям информации, необходимой для применения и сопровождения программного обеспечения. Документация обеспечивает общее пространство проекта. Любой участник в любой момент времени может получить необходимую информацию как по конкретной задаче, так и по общему направлению работы. Документирование способствует развитию коллективных знаний всех, с кем вы работаете. Когда обмен информацией станет обычным делом в вашей команде, повышенная прозрачность и более располагающая к совместной работе и систематизации обстановка сыграют вам на руку. Вы сможете принимать более продуманные решения, так как информация не будет храниться на жестком диске или, что еще хуже, в голове кого-то одного. Техническое задание – это одно из требований документирования. ТЗ – это связь бизнеса и разработки. Это тот документ, в котором бизнес и программисты приходят к единому мнению о том, что и как должно быть реализовано. Если в компании не принято описать техзадание, то никто и никогда не сможет понять, что уже реализовано, а что еще нет. Вспомним еще раз, что пользовательский интерфейс – это набор программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером. Основу такого взаимодействия составляют диалоги. Под диалогом в данном случае понимают регламентированный обмен информацией между человеком и компьютером, осуществляемый в реальном масштабе времени и направленный на совместное решение конкретной задачи. Каждый диалог состоит из отдельных процессов ввода-вывода, которые физически обеспечивают связь пользователя и компьютера. Обмен информацией осуществляется передачей сообщения. Рекомендации по пользовательскому интерфейсу. Простота. Эта рекомендация восходит к правилу бритвы Оккама. Лучшее объяснение – самое простое. Действительно, простой интерфейс позволяет пользователю быстрее адаптироваться, уменьшает вероятность его ошибок, да и разработчику проще отладить такой интерфейс. Интерфейс должен быть легким для освоения и не создавать перед пользователем преграду, которую он должен будет преодолеть, чтобы приступить к работе. Дружественность. Интерфейс дружественный, если пользователь, работая с ним, не испытывает дискомфорта. У пользователя должно складываться впечатление, что он управляет процессом. Кроме того, графический интерфейс должен быть построен в соответствии с эргономическими требованиями цвета экрана и элементов, их размер, композиция. Важен темп выполнения операций, который должен соответствовать естественному темпу человека, среднее время отклика и его дисперсия. Сообщения должны быть корректными по форме, точными и информативными. Совершенно недопустимы безграмотные тексты. Пользователь должен всегда знать, на какой стадии процесса он находится. Естественность интерфейса. Естественный интерфейс такой, который не вынуждает пользователя существенно изменять привычные для него способы решения задачи. Это, в частности, означает, что сообщения и результаты, выдаваемые приложением, не должны требовать дополнительных пояснений. Функциональность. Функциональность системы обозначает наличие значительной эффективности выполнения операций, что делает ее использование рентабельным. Интерфейс должен отражать ее функциональность и давать возможность успешной работы пользователям различной квалификации. Умеренная цена. Речь идет о производственных системах. Понятно, что система, имеющая слишком дорогостоящий интерфейс, но недостаточную функциональность, будет, возможно, куплена, но пользователь останется ею недоволен. Срок окупаемости системы во многом зависит от функциональности. С другой стороны, экономия на интерфейсе – очень недальновидная политика.
Некачественный интерфейс создает у пользователей плохое мнение о системе и может вообще привести к отказу от ее использования. Аутентификация – это проверка подлинности предъявленного пользователем идентификатора. Авторизация – предоставление определенному лицу или группе лиц прав на выполнение определенных действий, а также процесс проверки данных прав при попытке выполнения этих действий. Аудит информационной безопасности – это возможность понять, насколько хорошо или плохо защищены IT-активы компании. Во-первых, тестирование – это процесс, а не единичное действие, содержащее в себе все активности жизненного цикла, как динамические, так и статические, касающиеся планирования, подготовки и оценки программного продукта и связанных с этим результатом работ с целью определить, что они соответствуют описанным требованиям, показать, что они подходят для достижения заявленных целей, а также для нахождения дефектов. Бытует мнение, что тестирование состоит только из прогона тестов, то есть выполнения самой программы. Но это только часть тестирования и далеко не все, что в него входит. В тестирование входит также планирование, анализ, проектирование, реализация и исполнение тестовых сценариев, проверка результатов и завершающие действия. Тестирование необходимо, потому что люди склонны ошибаться. Одни ошибки незначительны, другие же опасны и дорого обходятся. Поскольку ошибки допускают все люди, мы должны внимательно проверять результаты своей и чужой работы, всего, что мы делаем. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо большое за внимание. Увидимся на следующих уроках.